Экологический туризм наряду с лесопользованием может стать драйвером развития региона. Об этом рассказал Владимир Уйба, подводя итоги своего первого года работы в должности главы Коми. В туристическом кластере расширен перечень муниципальных образований, для которых развитие этого направления должно стать приоритетным. Подробности знает Алексей Корчма. 233 особо охраняемые природные территории, из них 2 федерального значения – Национальный парк Юга-2 и Печора-Илычский заповедник, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Очевидное экологическое направление туризма в Коми востребовано, отметил Владимир Уйба. Республика Коми была отобрана агентством стратегических инициатив и стала финалистом первого всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационного кластера и развитие экотуризма в России. В июле 2020 года проект «Девственные леса Коми» признан одним из лучших и вошел в топ-30 рейтинга. И уже в марте этого года республика стала столицей проекта «Серебряное ожерелье России». О развитии туризма на севере говорили участники первого туристского конгресса в Сыктывкаре. 350 экспертов из 20 регионов страны обсудили проблемы отрасли, установили деловые контакты и сошлись во мнении, что туризм на севере обретает второе дыхание. Природа, быт и культура – все это делает нашу республику уникальной. Туризм должен начинать с первой очереди, с тем, что те люди, которые живут в Витте, в Усинске, в Воркуте, тоже познакомились с регионом. Есть много всего, можно много всего увидеть, и вы не пожалеете, что когда вы приезжаете в Усть-Ильму или в Ижму, или естественно, на Урале, это действительно очень новые впечатления. В год векового юбилея Коми стала столицей проекта «Серебряное ожерелье России». Это аналог знаменитого Золотого кольца. В 2015 году удалось создать туристский проект для обслуживания целого комплекса маршрутов, уникальных памятников истории и культуры северо-запада страны. «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 регионов, делая их единой площадкой для путешествий. Очень большое количество вовлеченных, так называемых заинтересованных лиц в данный проект. Это, конечно, и органы государственной власти, и туристические организации, и объекты транспортной инфраструктуры, транспортные компании. Это и средства массовой информации, которые продвигают конкретные продукты, маршруты. Это и вовлечение современных средств коммуникации, как мессенджеры, социальные сети и так далее. Поэтому вот все эти вопросы, аспекты взаимодействия как раз обсуждаются. Планы развития экологического туризма глава Коми Владимир Уйба обсудил с заместителем гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольгой Захаровой. Она отметила, экологический туризм – это осознанный вид туризма. Главное не нарушать хрупкую красоту природы и мир животных. Нужно смотреть стратегически, просчитав последствия вмешательства в экосистему. Конечно, экологический туризм – это дорогой вид отдыха, и здесь, понятно, это не про палатки, не про костры, не про гитары. Вот, поэтому, конечно, нужно, вы правы, создавать инфраструктуру, но, на мой взгляд, здесь, когда мы говорим, опять же, про баланс, почему экологический туризм в нашей стране очень мало развивался? Потому что долгое время вот эти все территории, они были с ограниченным доступом для туриста. Да. И не стояла такая задача пускать туда людей, туристов. Поэтому это огромный вызов для всех наших природных территорий, как для регионального значения, так и для федерального значения. Выступая на туристском конгрессе, глава Коми Владимир Уйба назвал 10 причин посетить республику. Это ключевые локации с уникальными в масштабах страны событиями и явлениями, которые могут стать магнитом для путешественников. Заполярная Воркута, Национальный парк Юга-2 и Печора-Илычский заповедник, старинные села Ижма, Усть-Ильма, Керчомья, Иб, Усть-Вымь, город Ухта, родина первой российской нефти, величественная гора Монорага и 7-е чудо России – плато Мань-Пупунер. Главную точку, столицу проекта «Серебряное ожерелье России» выберут сами жители республики. Итоги народного голосования подведут 22 августа, в день празднования векового юбилея Коми. Алексей Корчма, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.